В минувшие выходные в Нижневартовске прошел чемпионат мира по русским шашкам. И выпускник физико-технического института нашего университета Андрей Федотов занял первое место, впервые став чемпионом мира. И я рада представить Андрея в нашей студии, а также Юрия Никифорова, директора Центра интеллектуальных видов спорта СВФУ. Доброе утро. Ну, в первую очередь, конечно же, примите мои самые искренние поздравления с этой колоссальной победой. Андрей, скажите, вот вы как ожидали, что завоюете пальму первенца? Ну, конечно, настрой был очень серьезный, но как бы на меня ставку никто не делал. Ну, у меня настрой как бы перед соревнованием постоянно. Всегда такой, вот на победу, да, да, настраиваетесь? Да. Ага. Скажите, пожалуйста, вообще сколько стран участвовало в этом турнире, в этом чемпионате? Все-таки международный чемпионат. Чемпионат мира. Участвовало 19 стран. Там с Америки, с Азии, с Европы были. И с Африки еще очень много. А кто представлял Россию? Вы не один же были, да? Да, с Россией нас представляли, ну, мы представляли чемпионы мира разных годов были. Гаврил Колесов, Николай Сучков, ну это наши Сергей Белошеев, Олег Дашков и еще такие талантливые тоже еще парни. А из них, вот как то, что вы перечислили, ребята из Якутии тоже были, да? Да, ребята из Якутии. Мы отсюда 5 человек поехали туда. Вот, ага. Вообще, как проходил чемпионат? По олимпийской системе, да, я знаю? Или нет? Ну, в 2 этапа у нас. Предварительный этап был. Это 8 обязательных туров швейцарской системы. И после 8 туров там лучшие 8 человек выходят на олимпийскую систему, на четвертьфинал уже. А, кто проигрывает, сразу вылетает? Да, уже получается, вылетают. да? Ага. С кем в итоге вы встретились в финале? Да, в финале я встретился со своим учителем по воле судьбы. Ну, про это кино можно снять, наверное. И как вообще, ну, вы, получается, его победили же, да? Ну, победил, да. Именно эта вот партия, она сыграла решающую роль, да? Ну, Да. не стыдно было потом перед учителем? Они играли 3 партии. Ага. В первых 2 у них была ничья, а в 3-й партии вот Андрей победил. Третья решила все. 3-я партия решила все. Ну, можете передать привет сейчас вашему учителю. Получается, вот эта вот награда, которая сейчас, вот она, наверное, будет очень гордо висеть на вашей стенке. А как вот вы думаете, вот раньше на международной арене вы не занимали вот такие вот места, да, вы добирались до 4-го, 5-го места. Что вам помогло? Как вы считаете? Ну, я в подобных соревнованиях участвую 2-й раз. Ну, первый раз в 2015 году участвовал в Санкт-Петербурге, тогда проходила. И там 3-е место тоже занял в одной программе. Ну, сейчас вот, ну, я думаю, тренировались много, с тренером тоже тренировались. И, ну, самоуверенности больше, я думаю, мне стало. А, ну это с опыта приходит, Да, с опытом приходит. Ну вот я как раз вижу фотографии Юрия Егоровича. Скажите, пожалуйста, да, вот на этой фотографии Андрей, да? Это когда было? Вот эта фотография наша. Ну, надо сказать, вот в это время Андрей учился у нас в физико-техническом институте. Студентом еще был? Да, мы тогда впервые ездили на командный чемпионат мира, как отдельная команда от университета. Кроме нас была сборная команда Республики Саха-Якутия, а мы ездили тоже как сборная команда СВФУ. И мы там заняли 2 вторых и 1 первое место. Это был вот командный наш первый успех. А так, надо сказать, Евгения Исаевна нас всегда поддерживает. И когда, будучи студентом был, он участвовал в очень многих студенческих молодежных турнирах. На фотографии вот покажите, где вот Андрей сейчас. Вот Андрей вот стоит. Андрей. Уже кубок держит. Ну что ж, огромное спасибо вам за то, что пришли к нам утром в студию, поделились такой радостной новостью. Я вас еще раз поздравляю с этой победой. Вы большой молодец, приходите к нам еще.